До празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной остается всего пару дней. Минкульт региона и муниципальные образования готовят большую праздничную программу. Самые главные торжества пройдут в столице республики, одной из которых – шествие бессмертного полка. А также у подножья башни Согласия состоятся два концерта. Первый начнется в 10 утра, в 19:30 большой гала-концерт, в котором примут участие заслуженные артисты республики и не только. Подготовка к нему уже идет полным ходом. На площади началась установка аппаратуры и сцены. Также к празднованию особенного праздника для всей страны началась установка трибун для зрителей. Их будет более 50. На случай дождя организаторы планируют соорудить и палатки для зрителей. Утренний концерт продлится 2 часа. На нем будут выступать артисты домов культуры, воспитанники вокальных кружков. Помимо этого на площадке будет организована и другая программа. Также будут организованы вечера, мастер-классы будут организованы и мастер-класс художественной самодеятельности декоративно-прикладного искусства. Также те, кто пришли на площадь Алания, где состоится этот первый концерт, будут организованы продукт палатки и будет организована раздача дождевиков, если будет намечаться дождливая погода, чтобы людям не было дискомфортно находиться на площади Алания. Также в утро Дня Победы в 11 часов состоится всероссийская акция «Бессмертный полк» в традиционном очном формате после 2-годовой паузы. Для комфорта участников шествия учтены все детали. 9 мая в городе с 9 утра до 8 вечера ограничат движение для автотранспорта на 10 улицах. Дороги будут перекрыты на проспект Идриса Зязикова с улиц Гагиева, Азиева, Хрущева, Бурова, Горчханова, Кулиева, Мальсагова, Оздоевой и выезд с переулка Аллеи Матери. День Победы – праздник, объединяющий поколения. Единство, сплоченность и большая любовь к родине наших дедов и прадедов обеспечили стране мир, свободу и независимость. Все акции в день празднования 77-й годовщины будут направлены на сохранение памяти о великом подвиге. Во время большого гала-концерта Минкульт республики запланировал выступления лучших творческих коллективов и не только. Также будут организованы различный комплекс мероприятий, чтобы вечером, когда люди будут приходить на площадь Алания, им в преддверии концерта не было находиться на площади дискомфортно и скучно, так скажем. Будут организованы различные мероприятия околоконцертные, это будут там различные маскоты, за это отвечает у нас театр юного зрителя. Также будет организована большая развлекательная программа. И будут организованы продуктовые точки для того, чтобы люди могли себе, например, если будет холодная дождливая погода, купить что-нибудь горячее и так далее. Также в День Победы в ряде населенных пунктов региона пройдет торжественное возложение цветов к мемориалам героев войны и тыла. Организатором этих мероприятий выступает Миннац республики. А на церемонии возложения в мемориальном комплексе участие примет глава Ингушетии. Отдавать дань уважения, несгибаемой стойкости и беспримерному подвигу участника Великой Отечественной в праздник Победы будут во всех городах и районах республики. По линии Министерства культуры это выставки в музеях, там, Карабулаке, в мемориальном комплексе жертвам репрессий. И в музее краеведения это будут выставки, посвященные ветеранам, выставки, посвященные истории войны 1941-1945 годов. Также пройдут выставки художественной самодеятельности, также будут мастер-классы организованы для жителей региона на базе домов культуры, на базе наших подведомственных учреждений для жителей, чтобы именно ремесленников и декоративно-прикладного искусства. Особое внимание организаторы мероприятий уделят и безопасности граждан во время празднования. Установят металлодетекторы, организуют пропускную систему для зрителей, автомобилей и участников. Ну а завершится День Победы в 2022 году пламенно. Вечером над Магасом прогремит праздничный салют. Залпы фейерверков прозвучат в 22:00.